наркоман, худенькие ножки, и ходил он целый день по кривой дорожке. Слова детей, казалось бы, о таких серьезных вещах звучат так наивно, но в то же время их устами глаголит истина. Стихотворения на тему наркомании, заученные детьми, сильнее западают в память подрастающего поколения. Маленьким еще детям гости мероприятия объясняют: есть на свете плохие и хорошие дяди и тети. Плохих нужно опасаться, а с хороших брать пример. Если вам кто-то предлагает ее, или кто-то вы видите, что кто-то употреблял ее, да, в школе, если вы находитесь в школе, или дома, если вы находитесь, или сосед может кто-то, в первую очередь надо обратиться к своим родителям, учителям, сказать: тот-то мне предложил или употребляет. Для присутствующих час раздумий о наркомании обязателен не в мыслях, а вслух. Тем более в современных реалиях, когда распространена аптечная наркомания. А это, считают гости, первые шаги к более сильной наркотической зависимости. Известно, что испробовав наркотик, человек теряет разум, а значит теряется один из ценных даров Всевышнего. Ведь одурманивающие вещества являются ключом ко всему греховному. Sport programı bitmiyor, kaç yılda böyle bağımda. Biz hakeş diye için, noğuslu diye için, yehem için, ulu diye için, uluk diye için, bitmiyor kaç yılda böyle. Юсуп Евлоев, руководящий сельским домом культуры, в прошлом сотрудник МВД, на своем опыте убедился, что наркомания – это не только проблема представителей правоохранительных органов. Против нее должно бороться все общество, иначе никакого результата не последует. Мы сталкивались с такими вопросами, когда родитель ничего не смог сделать своим ребенком, он переживал за него, и он всячески обращался к нам, чтобы мы приняли какие-то меры. Но уже было поздно. Скрывание от людей, то, что происходит с этим человеком на первоначальных стадиях вступления на этот путь наркомании, это очень плачевно кончается. Амир Цичоев, бывший сотрудник отдела незаконного оборота наркотиков, рассказывает о том, насколько безжалостно и цинично работает система подсаживания на наркотики в стремлении побольше подзаработать. Ведь дилеры зарабатывают чаще всего на больной зависимости. Они распространяли разовые дозы этих героинов, так называемые чеки были, они его скручивали в фольгу от сигаретной пачки и раздавали бесплатно, открыли игровые эти помещения, были, лото называлось, открывали эти помещения, бесплатно нашим ребятам раздавали вот эти чеки. Вот ты уже по ходу действия уже ты подсаживаешься, на вторую дозу ты уже приходишь, ты уже все, ты уже зависим. Они уже продавали по 50 рублей. Здесь и действующие борцы с наркоманией. По данным, которые они привели, с начала года к общей статистике добавилось 34 зависимых наркотиками. И это только выявленные случаи. 15, 16, 14 летний genç şüpheyen ardu kalkson. Jmol hajmeliş bu, yuj bu, şevaş tağdar tsari hadiş bu. Yolu yoluş, çim bol hıtış. Ja yolu yoluş. Так, çünkü haja geçiş bat, handiş bat. Язык даже, но оно уже Бог уже содействует. У одних сотрудников наркоконтроля вашти дал царство. Я помню один момент, когда я увидел человека, который мне нравился, красавец, здоровый парень, думаю, вот таких надо, сыновей для нашего народа. А он наркоман, 35 лет. Когда я его увидел обдолбанным, я неделю в себя не приходил. Настолько это для меня было трудно увидеть его в таком состоянии. Он умер в 35 лет от передозировки. За последние 10 лет число смертельных случаев от употребления наркотиков во всем мире увеличилось в 12 раз, среди детей в 42 раза. Причем средний возраст употребляющих наркотики всего 21 год. При такой статистике для каждого час раздумий должен перейти в час действий. Залина Магушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.